Так выглядит бой с тенью. Потом ребята бьют по мешкам и грушам, боксируют друг с другом, делают растяжку, качают мышцы, разбирают различную технику ударов и стратегию боя с теми или иными соперниками. Потому что, соревнуясь, нужно учитывать множество нюансов, например, скорость и рост противника. На первенстве России у меня было 4 боя. Первый бой я провел с московским соперником Манукян Патвакян. Соперник был высоким, приходилось качать корпусом, подходить близ и работать. Следующий был из Московской области, звали Кирилл, тоже выиграл только явным преимуществом в третьем раунде в корпус. В третьем бою было труднее всего, пришлось также качать корпусом, подходить вблизь и отрабатывать вблизи. В основном соперники были выше меня на голову, приходилось качать корпусом, потому что руки длинные, надо качать корпусом, чтобы не попали руками. Это Инал рассказывает о том, как за 4 боя стал чемпионом первенства России. А до этого за его плечами победы в Абхазии, Сочи, Краснодарском крае и Южном федеральном округе. В нашем зале появился новый победитель первенства России. Среди юношей 13-14 лет Инал Хурхумал. Перспективный мальчик. Он уже помимо первенства России побывал на первенстве Европы. Как-то вот неожиданно сразу все турниры, все сборы на нас свалились. Мы, в принципе, рассчитывали, ждали этого года. Ну, для того, чтобы попасть на первенство России, мы проделали не совсем легкий путь. Он стал первым номером в Абхазии. Попали на отбор в Сочи, чтобы за сборную Сочи попасть на первенство края. После первенства края выиграл Южный федеральный округ и поехал на первенство России. На первенстве России провел 4 боя, все выиграл единогласно, один даже досрочно выиграл. Инал занимается в зале каждый день, хотя можно было бы и 3 раза в неделю. Но у парня большие планы в большом спорте. Каждый раз, когда иду на тренировку, у меня появляется стимул добиться высот больших, достижения, олимпийский чемпион, чемпион мира и выступать под абхазским флагом. Среди товарищей Инала по клубу много ребят, успешно выступающих на различных соревнованиях. Например, Сардор Химатов уже успел показать себя на турнирах в Узбекистане, откуда сам родом. А начинал заниматься боксом он здесь, в Real Boxing. Я тут с другом учились в школе. Он там делал бой с тенью красиво, и вот мне понравился, и тоже хотел так уметь. И благодаря нему пришел в этот зал и начал заниматься. Я поехал в Узбекистан, там дальше выступал, область. Ну, они говорят, тут на ногах, благодаря этому тренеру хорошо работаю, на ногах хорошо двигаюсь. У нас тренер добрый, всегда объясняет, все понятно. В боксе, прежде чем одолеть соперника, нужно победить себя, свою злость и другие эмоции, которые возникают в ответ на агрессию противника, тем более в таком сложном возрасте. Когда меня попадали, я злюсь и не контролирую себя. Я пытался технически боксировать. Меня тренер успокаивает, говорит, у тебя все получается. И вот так он меня успокаивает. В этом боксерском зале начинал свою спортивную карьеру известный уже далеко за пределами республики Игорь Адлейба. По словам тренера, секрет будущего чемпиона простой – немного таланта и очень много труда. Как говорят, трудолюбие бьет талант. Но хочу заметить по моему опыту, что и талант – это немаловажно. Наверное, все-таки они на одном уровне. Талант, трудолюбие, также заинтересованность родителей – это очень важно для нас. По признанию Беслана Адлейба, без помощи родителей, государства, поддержки коллег и частных лиц ничего бы этого не было. В нынешнее время мы привыкли считать, что зал должен быть супер укомплектованный, супер нафаршированный, как говорится, какие-то дорогие мешки должны висеть. Но вы же помните, наверное, раньше чемпионы мира выходили с подвала вообще и не жаловались на свои условия. Конечно, хотелось бы всегда, чтобы было лучше. Всегда человек стремится к тому, чтобы у него какие-то условия были лучше. Ну, в принципе, для того, чтобы стать чемпионом, в этом зале есть все. Не без помощи, конечно, начиная с городского комитета, республиканского. А также нам очень помог президент Федерации бокса Давид Аршба, тренеры, старший тренер, главный тренер Эдик Депелян, Аслан Ахба. Да и вообще даже ребята наши обычные, другие тренеры, которые нас постоянно то спаррингуют с нами, то мы совместные тренировки проводим. Мы как-то все привыкли поддерживать друг друга, дружный, хороший коллектив. Вот и что-то добились.
Как любой вид спорта, бокс требует вложений – материальных, физических, моральных. Не все вложения окупаются напрямую, потому что не все спортсмены становятся чемпионами. Но совершенно точно эти подростки заняты делом полезным для их индивидуального развития, а значит и для социума в целом. Мариана Котова, Сосрыкпа Гухава, Абаза ТВ.